Всем большой привет! Сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие розочки. Я сделала одну большую, другую поменьше из оберточной бумаги для цветов. Мне муж подарил букет, вот как раз таки бумага оттуда осталась. Мятую сторону мы не используем, используем именно где хорошая гладкая осталась. Для этого нам понадобится оберточная бумага, фольга, ножницы и термоклей. В идеале термоклей. Если нет термоклея, то можно будет использовать скотч двухсторонний, либо обычный, либо просто клей момент. В этом видео я хочу именно показать базовые моменты, а какие именно размеры вы уже сами под себя подберете. Итак, я на глаз отмеряю как раз таки размер лепестков. Просто беру и на глаз режу. Мне нужно уже поменьше сделать цветок, я хочу. Поэтому вот так отрежем. Ширина тут разная, потом будем комбинировать, потому что роза сама по себе она не идеальная. Вот. Следующий этап мы сгибаем, квадратик делаем, квадратик согнули и отрезаем этот уголок. Вот квадратик получился. И так далее до конца делаем. Я пока отрезала 14 вот таких квадратиков, потом я еще буду их дополнять, если нужен будет. Теперь мы что делаем? Складываем также по диагонали. Вот сложили. И теперь будем обрезать вот эти края по кругу. Вот делаем. Ну или овал, круг. Вот так. Хоп. И один лепесточек получился. Вот у нас. Здесь острый угол. После того, как мы уже отрезали лепесточки, мы дальше их подворачиваем в края. Ножничками краем берем. Изнаночная с этой стороны. Лицевая смотрит на нас. Итак, вот так подгибаем и проходим несколько раз. Какие-то, если есть вмятины, они уже теряются, выпрямляется немножко бумага. И вот здесь еще посерединке можно будет сделать, чтобы она покрасивее загибалась. Вот так у нас получился лепесточек розы. И так проделаем со всеми остальными. К сожалению, закончилась память на телефоне. Я записывала, доделала уже вот один цветочек. Поэтому я нарезала заново лепесточки. В общем, следующий этап это можно будет сделать два варианта. Подготовку тоже лепесточка. Либо мы сюда накладываем клей, термоклей, и вот так зажимаем для того, чтобы вот придать вот такую форму. Да? Выемка внутренняя была. Либо мы можем сделать вот так, отрезать здесь немножко, буквально сантиметр, в зависимости от размера лепесточка. И вот нахлест делать друг на друга и приклеить. Тоже вот так вот получается будет такое углубление. Можно сделать как раз таки, если мы отрежем, это скотчем приклеить, либо также термоклей наложить. Я обычно просто посередине кладу и вот так клею. Все скомкаем. Делаем, придаем форму вот капельки. То есть верх острый, а низ более плоский. Вот такой закругленный делаем. Ой, закругленный говорю. Вот здесь, сейчас покажу. Вот здесь поострее, а здесь уже вниз плоский. Вот, капелька. И что мы делаем? Нагреваем, конечно же, клей-пистолет. Я сортировала на крупные лепесточки и поменьше лепесточки. Сначала мы начинаем с маленьких. Мы оборачиваем эту фольгу. Уже у нас здесь лепесточки готовые. Намазала клей, нанесла. И вот так приклеиваем, чтобы не видно было саму фольгу. Так, постараюсь побыстрее сделать на видео, чтобы не занимать так много времени. Вот, дальше опять также посередине лепесточка наношу и клею. Ой, наоборот. Вот так вот. Так вот, что получилось. Главное, чтобы не видно было фольги. И теперь дальше мы клеим новый лепесточек. Очень важно, вот предыдущий лепесток мы до середины покрываем. То есть вот так вот. Оп. Вот посмотрите-ка. Видите, серединка вот тут. И
так мы чередуем. Так, нанесла также на середину клей и приклеила. Очень важный момент, высота лепестков должна быть одинаковой, чтобы один другого тороплюсь, чтобы один был ниже, другой выше был. Так не нужно делать, некрасиво будет иначе. Итак, еще один лепесточек, тоже очень важный момент. Мы же говорили, здесь предыдущий покрываем, да, вот так лепесточек. Нужно, чтобы к этому он залез внутрь. То есть первый круг, да, идет вот так вот, чтобы предыдущий покрыл. Вот так посмотрим сейчас. Еще раз делаю. Итак, клей наношу. К серединке клею вот так вот, оп. Подравниваю высоту. И к последнему лепесточку внутрь завожу и вот так клею. Для того, чтобы красиво смотрелось. Потому что это сердцевинка у нас идет у цветочка. Здесь тоже заклею, чтобы не торчал лепесточек. Вот таким образом получилось у нас сердцевинка. Не обязательно должна быть она симметричной быть. Дальше второй круг делаем. Где у нас закончилось. Вот. Оп. Если там посмотреть, то намного будет проще, если сами начнете делать. Здесь на видео можете непонятно. Так, раз приклеили цветочек. Так, дальше второй. Также наносим. Я вот наношу вот с такого расстояния внизу. Опять-таки за предыдущий лепесточек клеим. К середине, да, вот. Середина лепесточка. Середина лепесточка, это как раз таки вот это, да, середина. Вот друг за другом. Покрываем. Еще один лепесточек. Также серединка. Покрываем. Уровень смотрим. Именно снизу прижимаем, чтобы цветочек раскрывался. Он должен дышать. Он должен быть воздушным. Так, следующий лепесточек. Так, этот крупный слишком, делать поменьше. Вот он. Ой, приклеился. Так. Снизу. Так. Так, высоту смотрим. И также закрываем. Чуть поменьше лепесточки, мне еще отрезать надо будет. Не хватило маленьких. Так, быстренько это делала дополнительных 2 лепесточка. Предыдущий я отклеила, потому что он был большеват. Итак, друг за другом клею. Так, поближе покажу вам, чтобы было видно. Вот, и осталось доклеить крайний цветочек, лепесточек. Заводим в последний, да. Вот серединку клей налила, аккуратненько поставила. И вот за этот цветочек заводим, за этот лепесточек. Аккуратненько заводим. Вот так вот получился у нас второй круг. Вот второй круг. Также делаем третий круг. И думаю, этого будет достаточно. Так, наношу серединку клей. Так, где у нас вот здесь есть край? Да, 2 лепестка, край. Где они соприкасаются как раз сюда, мы клеим новый лепесточек. Так, уровень проверяем. Так. Угу. Так, новый лепесточек. Так. Точно так же все клеим. Ничего не меняется. Вот так. Так, еще один. Так, вам не видно, да, или видно? Так. Делаем воздушным, поэтому так отгибаем чуть-чуть, для того, чтобы поступал воздух. Был цветок объемненьким. Так. Еще здесь как раз есть 2 лепесточка.
сюда клеим. Если не хватает, так клеим. Ну, здесь удобно очень с термоклеем работать. Идеальный вариант, конечно, термоклей. Так, и заключительный лепесточек между вот как раз таки этими всеми лепесточками. Так, чуть-чуть заклеим, чтобы не вылазило. Оп. Так. И вот такой получился у нас, получилась такая розочка. Вот, а на предыдущая вот это была. А еще вот такая есть. Еще есть крупнее. В общем, на ваш вкус все делается. Надеюсь, видео было более-менее понятным и полезным. Всем творческого настроения и успехов!